Добрый день, дорогие друзья. Я весьма сегодня рад быть с вами в этот день. Несмотря на то, что такая печальная новость пришла о кончине председателя отделения наших в Греции, все равно мы все временны в этом мире. Абсолютно временны, все временно. И жизнь всего лишь как один миг. Пока люди суетятся, пока люди спорят, пока люди о чем-то думают, пока иногда даже ругаются, выясняют отношения, увы, жизнь проходит. И поэтому нужно любить жизнь, нужно любить людей. Да, я из святой земли Палестина, который любит Россию, который любит всех людей земного шара, который всегда на протяжении истории принимала всех паломников и всегда открывала свои двери, свои сердца, свои дома. Не случайно в Палестине, в каждом районе, в каждом городе есть улицы, которые носят русское имя, московское имя. И два города в Палестине, Бейт-Джала и Бейт-Сахур, живут многовековую уже диаспора русская, там почти большинство жителей русские. Они говорят по-арабски, они носят имена Сергея, Андрея и так далее. Вчера очень любит Сергей Юрьевич Житинев круглые даты. Мы с ним познакомились в круглые даты. Это было 26 ноября 2021 году. До этого переписывались. Круглая дата для нашей выставки, которая впервые в истории России была. Выставка «Палестина глазами российских и зарубежных художников». И состоялась моя встреча с ним 26 ноября 2021 году, после 2 года попыток узнать хотя бы телефон Императорское православное палестинское общество и с кем бы мне связаться. Все дело в том, что в 1988 году, когда я учился в Москве в Академии наук Советского Союза, когда мы ходили на уроки философии, там было написано «Палестинское общество». Я говорю будущей жене: подожди, а что за общество? И она мне стала рассказывать, что это древнее общество и так далее. Мы даже зашли, там был 1 или 2 кабинета вот в этой обществе. И осталось у меня в памяти, что нужно с кем-то встречаться с этой обществом. Я попросил посла нашего, чтобы дал мне возможность связаться с ними. Он сказал: все сделаем. Они искали Олег Иванович Фомин. 1,5 или 2 года искали, к великому сожалению, так и не нашли, чтобы дать телефон. Я решил самостоятельно тогда искать. Я очень надеюсь, что Олег Иванович Фомин здоров, и все у него хорошо, и он найден. Вышли на связь, и через переписку такой интеллигентный человек очень отвечает хорошо. Я попросил встречу, пригласил на выставку, пригласил Сергей Вадимович, и мне была организована встреча 25 ноября, за день до нашей 10-й выставки в Общественной палате Российской Федерации, с Сергеем Вадимовичем Степашиным. Я приехал. Сергей Вадимович Степашин удивился, что он же посещал Чувашию, он еще имеет докторскую степень из ЧГУ, Чувашский государственный университет. Почему в Чувашии нет отделения нашего? Он был другом и остается президент Федоров, первый президент Чувашской республики после распада СССР. И как вы думаете, вот у нас сейчас 59 отделений. Я говорю, если пожелаете, будет 60-е. И что вы думаете? Кто в этом всем помог? Вот перед вами
Все, что нужно. Он нам оказал всяческие помощи. В считанные буквально, может, 2, 3, 4 недели или месяц все было сделано. И наше отделение было создано. И как вы думаете, с того времени по сегодняшнего дня, с 26 ноября по сегодняшнего дня, мы уже провели 50 международных выставок на территории России с его поддержкой. Юбилей. Вчера была 70-я в Москве. 70-я, и она была приурочена к его 70-летию. И там стоял его портрет. Его написала великолепный художник, иконописец Ирина Кучергина. Откуда она? Из Комсомольска-на-Амуре. Она в жизни его не видела. Но я рассказала мне. О нем рассказали. У нас в команде более 300 талантливых художников, профессоров, выдающихся людей России. За это время они все время работают на императорское православное палестинское общество. Знаете, за это время у нас было более 70 круглых столов. Снято было более 70 фильмов о наших выставках. И вчера был замечательный, прекрасный день, когда мы вместе с ним, с Ириной Евгеньевной и с уважаемым Георгием Владимировичем вместе резали ленту, выставка, посвященная нашему большому другу Сергею Юрьевичу Житиневу. Я вам расскажу секрет о нем, который, наверное, никто из вас не знает. Вот перед вами просто, как будто, простой человек, добрый, хороший. Но это один из самых богатейших людей в Москве. Вы не думайте, что вот он без галстука и так далее, это миллиардер. Я вам объясню. Ведь некоторые люди считают, что богатый человек это чем больше он приобретает. Чем больше у него приобретения, тем он богаче. А мы по-другому считаем. Самый богатый человек это который отдает. Чем больше отдает, чем он более богатый. Сколько он отдавал и отдает науке. Сколько труди. Это выдающийся ученый и человек. Вы знаете, на таких людей, как он, держится Россия. Держится мир на земле. Держится интернационализм. Держится дружба. С тех пор, как мы с ним познакомились, я очень много узнал. Я хочу сказать, самое лучшее, мы живем в год педагога, он тоже педагог. Я безмерно благодарен всеми моими преподавателями русские, которые учили меня первые буквы на русском языке. Ведь я приехал в Россию, в Советском Союзе в 1983 году, 7 октября. В Шереметьево-2, не знав ни одной буквы, ни одной слова на русском языке. Но советские мои, русские учителя, преподаватели вместе с русским языком учили меня любить Россию, любить вас, любить этих великих народов. Не поверьте меня, вы сами не догадываетесь и не знаете, какая русская душа красивая, какая она невозможно великолепная, какая она, просто слов нет. Мы, палестинцы, очень любим Россию. Мы видим Россию как оплот мира. Мы видим, что Россия именно, вот сегодня, находясь здесь в зале, столько раз я прослушал про свою любимую родину Палестину. Сколько раз прозвучала Палестина. А в день не могу даже навестить могиле отца уже 27-й год. 28-й пошел. Не могу встретиться с родной матерью четверть века. И живу в России, и она стала для меня вторая родина. Сегодня Сергей Юрьевич Житинев, его портрет принимает участие и в Татарстане, в Елабуге, и принимает участие. Вчера была прекрасная картина. И сегодня я
с собой принес одна из картин выдающихся художников Чувашия, Павлов Александр Вячеславович, иконописец. Посмотрите, как у него написано. Похоже он или нет? Еще, дорогие друзья, здесь прозвучало про Индию. Чтобы вы не огорчались, это для него, как он сказал, самый лучший день в жизни в Индии. Вот почетная грамота ему от Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки. И здесь Индира Ганди. И еще почетная грамота вторая от Общества дружбы между народами Чувашии и Палестины. И третья от нашей отделения. Я читать не буду, он сам потом прочтет и все узнает. Дальше, дорогие друзья, мы вчера разговаривали с ним, и была картина Аси Абдельхади, писатель палестинский, который написал роман «Любовь и хлеб» больше 40 лет ему. И 2 года назад мне этот роман посчастливилось перевести с арабского на русский вместе с супругой. Видите, обложка романа «Палестинка», которая несет свою родину с собой. Вы у себя живете на родину и купаетесь в ощущении любви к своей родине. Мы, палестинцы, лишены этой родины, поэтому мы несем родину с собой, куда бы мы ни шли в этом мире. Пожалуйста, я эту книгу дарю вам. Вы любите книги, и я думаю, что очень много узнаете. Эта книга о реальных событиях, которые произошли с этой писательницей, когда ей было 4 года, и когда вынуждена в 1948 году была покинуть родину. Как сказал Сергей Вадимович Степашин, выступая здесь, что и премьер-министр Израиля Нетаньяху плохо знает историю, и Шарон плохо знает историю. Нет, они знают историю. Просто у них своя фальшивая история, которую хотят преподнести миру, о том, что не существовало и нет Палестины. Но Сергей Вадимович ответил и дал настоящий, правдивый ответ, что Израиль не было, а Палестина была. Сегодня освященная в храм Рождества Христова лента дружбы народов с палестинским флагом хочу подарить дорогого друга Сергей Вадимович Сергей Юрьевич Житинев, чтобы Бог его благословил и дал ему здоровье всегда и жил еще столько же, как минимум. И хочу еще сказать, присутствует здесь в зале председатель комиссии по наградам нашего общества. И уже принято решение всеми членами совета о вручении ему награды великого иконописца Николай Иванович Крылов, 1850-1900 год. Ему и Сергей Вадимович Степашин эта награда будет вручена на открытии наша следующая выставка в Императорское православное палестинское общество в музее. Разрешите, пожалуйста, я ему одену из святой город Вифлеем. Дорогие друзья, я вчера обещал еще Ирине Евгеньевне, что я ей подарю эту книгу. Разрешите, я спущусь и вручу. Спасибо вам большое. Ну что, друзья, у нас первая часть закончена. Нас ждет завершающее слово юбиляра. И мы